Мэрия Лайф каждую среду в 19:00. Инстаграм, Фейсбук, профиль OneClick Якутск. Подключайся в прямой эфир, смотри, задавай свой вопрос. Какая у вас заработная плата? Я вообще не могу представить. Что самое сложное в руководстве городом? Изменение сознания людей. Это практически нереально. Кто для вас является примером для подражания? И я очень хорошо знаю Егора Афанасьевича и Прасковью Петровну. Добрый вечер, вы смотрите Мэрия Лайф, выпуск номер 11. С вами Марика Амосова. Еженедельно, каждую среду подключайся и смотри прямую трансляцию в Инстаграме и Фейсбук, профиль OneClick Якутск в 19:00. Сегодня на ваши вопросы ответит глава городского округа город Якутск Айсен Сергеевич Николаев. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. И скажите, пожалуйста, в этом году вы объявили 2018 год, год новаторства. В моем понимании новаторство – это ученые, инженеры и какие-то новые проекты. Как вы видите новаторство и понимаете, и какие результаты ждете в конце этого года? Еще раз добрый вечер. Ну, во-первых, хочу всех поздравить с победой нашей хоккейной сборной над сборной Норвегии. Мы в полуфинале, это радует. Надеюсь, что наши ребята завоюют золото. Что касается вашего вопроса, конечно же, когда я объявлял год новаторства, я достаточно долго размышлял. Почему? Потому что новаторство пока еще у многих связано только с какими-то технологическими изменениями, с применением каких-то инновационных технологий, каких-то инженерных решений. Но на самом деле новаторство нам нужно везде. Мы должны понимать, что те решения, которые еще, казалось бы, недавно были для нас передовыми, сегодня мы должны уже принимать другие решения, идти впереди для того, чтобы изменять нашу жизнь к лучшему более быстрыми темпами. И если мы оглянемся вокруг, весь мир не стоит на месте, мир идет очень быстро вперед, и для того, чтобы поспевать за ним, просто поспевать за ним, да, нам надо очень быстро бежать. А тем более не будем забывать, что мы находимся в самом экстремальном городе мира, где температуры, амплитуда превышает 100 градусов. И, конечно же, в этих условиях вот новации и в технологиях, новации в управлении, новации в образовании, новации вообще в подходе к тем или иным вопросам, новации в искусстве, они нам абсолютно необходимы. И я, знаете, вот сейчас я уже вот 2 месяца практически у нас прошло, и я понимаю, что это очень было ожидаемое многими решение. И вот сейчас я вижу, сколько новых идей у людей появляется, это просто радуется. В каких сферах, на ваш взгляд, особенно нужны нестандартные подходы? Вы знаете, Марика, я еще раз повторюсь, нам нестандартные решения нужны практически по всем направлениям. Вот взять ту же нашу народную программу, так, по которой мы сейчас работаем, народная программа, с которой я шел на выборы в сентябре этого года, и которая была практически поддержана 70% избирателей, которые пришли на участки. Ведь любое из этих направлений, будь то направление «Пыли нет», «Комфортный город», «Агропояс», новые школы столицы, «Волокиты нет», они все подразумевают под собой новые нестандартные решения застарелых наших проблем. Ну, взять ту же проблему пыли. Да? Мы понимаем, что наш город за последние годы стал значительно чище. Уже нет тех гор мусора в самом центре города, которые еще лет 6 назад украшали, в кавычках, наш город. Да? Уже нет таких проблем с помойками, которые раньше были. Но вместе с тем мы понимаем, что наш город нельзя назвать чистым. Почему? Потому что наш город пыльный. И эта пыль не от того, что зимой вот наши коммунальные службы посыпают улицы города песком. На самом деле этот песок уже весь в апреле обычно убирается. А в том, что и морфология нашей почвы, она уже совсем другая, это же все-таки дно реки. Вот, у нас огромное количество неасфальтированных улиц. Если так посмотреть, то из 500 с лишним километров дорог, которые есть в городе Якутске, всего лишь 185 они имеют твердое покрытие. У нас, к сожалению, те же наши строители еще не научились строительные площадки оборудовать таким образом, чтобы они не служили источником грязи в городе. У нас очень много непокрытых пространств между дворами. Мы, к сожалению, еще так и пока не научились по-нормальному делать газоны. Ну вот очень много таких вещей, которые вроде бы у нас есть, так, но вроде бы они, эти проблемы не решаются. И решать их надо новыми нестандартными подходами. Конечно же, нестандартные новые подходы нужны и в управлении. Почему? Потому что управлять под-паром, к сожалению, уже не получается. Жизнь еще раз меняется очень быстро, меняются экономические условия вокруг нас, меняется в целом жизнь и мира и нашей страны.
И то, что казалось вот несколько лет назад очень передовым, сегодня уже это норма и даже кое-где уже начинает отставать жизнь. Вот возьмем OneClick, когда он появился в 2013 году, это был один из лидеров в Российской Федерации, вот как раз вот такой портал. Такого портала практически в то время было там на пальцах одной руки сосчитать по всей стране. А сегодня таких порталов, ну, если не сотни, то уже десятки. И, конечно, мы должны понимать, что вот тот же наш OneClick мы должны уже дальше превращать там в единый информационный портал всего города, добавлять сюда функции онлайн, например, наблюдения, какие-то вещи, которые интересны с точки зрения безопасности жителей, ну, для того, чтобы, опять же, вот, идти в ногу с требованиями наших жителей. Скажите, пожалуйста, много ли в нашем городе новаторов? Вы знаете, у нас, слава богу, новаторов очень много. Вот вообще людей инновационно мыслящих, людей, подходящих к решению проблем по-новому, вот в Якутске много. Это наше счастье, это наш ресурс. Я вот вообще, когда размышляю, думаю, что, наверное, это сопряжено с тем, что мы на самом деле существуем в очень экстремальных условиях. Я вот дней 10 назад был в Куала-Лумпур, Малайзии, где был крупнейший городской форум, который проходит по линии ООН раз в 2 года. Свыше 30 тысяч делегатов со всей планеты нашей туда съехалось. Я представлял российские города, и это была большая честь и для меня, и, я считаю, и для нашего города. И вот когда рассказываешь им о том, что разница температуры у нас свыше 100 градусов, что когда в Куала-Лумпур плюс 35, у нас как раз тогда здесь было минус 45, это, знаете, просто потрясает. Да? И я вот понимаю, что в таких условиях, конечно же, всегда могли выжить и развивать этот город вперед только те люди, которые идут впереди, которые мыслят нестандартно, по-инновационному, являются новаторами. А вообще, если исходить из теории управления, то я вот общался с многими мировыми в этом вопросах лидерами, они считают, что где-то города двигает вперед 1% населения. Вот тех людей, которые, как сейчас это принято называть, креативно мыслят, по-новаторски мыслят, умеют объединять вокруг своих идей людей, заражать людей этими идеями и двигать вперед вот те или иные отрасли, те или иные направления, в целом вот города. И всегда они, вот, когда выступают, говорят, что в принципе глава города должен вот этот 1%, желательно лично знать, так, но если не сам, то через своих вот ближайший круг он должен этих своих людей знать. Ну, я считаю, что в нашем городе таких нестандартно мыслящих новаторов гораздо больше, чем 3500, гораздо больше, чем 1%. И вот поэтому нам удается в таких, на самом деле, невыгодных, вроде бы, природных климатических условиях, наоборот, идти впереди большинства российских городов, да и многих городов мира, по большому счету, тоже в части вот именно развития. Несколько дней назад завершился прием предложений по программе «Комфортная среда». Сколько предложений поступило и есть ли среди них новаторские? Если я не ошибаюсь, где-то порядка 35 с лишним тысяч предложений поступило от горожан. Это очень большое количество. 10% населения сочло своим долгом высказать свои идеи. Было достаточно бурное обсуждение, было много предложений. Первое место у нас пока вот занял проект по въездному знаку в районе аэропорта. Вот там, где вот большая площадь, где сейчас там у нас практически пустырь, ну, перед, скажем так, самолетами, которые стоят, да, вот там у нас будет въездной знак в город Якутск по проекту, который, парень, если я не ошибаюсь, фамилия у него Попов, который выиграл конкурс зодчества всероссийский, это гран-при, как бы это Оскар наш вот, всероссийский, так, архитектурный, этот мы считаем, что если этот проект будет реализован, и будет реализовано общественное пространство вокруг него, это, конечно, будет одним из лучших мест не только Гагаринского округа, так, но и в целом нашего города. Вот. Но есть и другие проекты, это и мы должны начать в этом году уже благоустройство территории вокруг Сайсарского озера, о котором мы много говорили, так, но его надо уже делать. То есть в идеале мы должны всю территорию вокруг озера Сайсары превратить в такую пешеходную прогулочную зону, в том числе местами и круглогодичного характера. Вот. А сейчас вот наша задача в ближайшие годы, это, скажем так, вот районов домов по Каландрашвили и Лермонтова, вот там, где, ну, от района Триумфа, скажем так, мы должны вдоль Сайсары до площади Матери вот эту зону в первую очередь сделать. Там у нас тоже есть очень хорошие идеи, есть эскиз, который разработан одним из
крупнейших передовых российских архитектурных бюро, консалтинговое бюро «Стрелка». Это вот то консалтинговое бюро, которое сегодня делает все крупнейшие проекты Москвы, например. Оно разработало за счет средств федерального бюджета эскизный проект. Недавно было здесь публичное обсуждение. Жители города в основном поддержали. Конечно, у нас есть предложения, и я надеюсь, что они будут учтены, и в дальнейшем этот проект будет реализован. Есть и другие проекты, в том числе, вот, например, проект, который больше известен как «Открытие улицы Кирова», так? Вот, который продвигает Антон Жандуров, он на самом деле сегодня тоже, я считаю, должен реализовываться, но не столько просто с точки зрения, что улица должна быть открыта, а с точки зрения, что вот эта вся территория должна быть благоустроена в лучшее общественное пространство нашего города. Это все-таки центральная площадь города Якутска, и просто открыть улицу, это, я считаю, неправильно. Надо вот всю территорию, в том числе площадь Ленина и прилегающего территория, в том числе вот к улице Кирова, все должно быть обустроено и сделано красиво, чтобы это было достойно столицы нашей республики. Вы не раз говорили о том, что IT-индустрия должна стать одной из основных направлений экономики Якутска. Какие технологии уже используются для того, чтобы сделать жизнь горожан легче и удобнее? Вы знаете, с точки зрения, вот если говорить об IT-отрасли, я еще раз повторюсь, и я об этом не устаю говорить, мы сегодня должны радоваться тому, что во всем мире идет цифровизация. Вот начинается эпоха цифровой экономики. Именно за счет этого, за счет того, что мир стремительно меняется, появляется вот эта цифровая экономика, у нас появился шанс, у нашего города и в частности. Почему? Потому что если бы мы жили в эпоху индустриальную, то любое производство в нашем городе априори заведомо невыгодно, нежели производство, которое расположено в более теплых краях, более транспортно, скажем так, удобных местах. У нас все равно вот и транспортное наше расстояние, и природно-климатические условия все равно делают производство чего-либо здесь индустриального невыгодным именно для нашего города. Вот. А цифровизация, она помогает нам здесь производить продукты, которые практически ничего не весят, они ничего не весят, программные продукты, и в то же время продавать его уже по всему миру. И недаром вот успех и Майтона, успех и Синета вдохновляет сегодня десятки наших молодых ребят создавать стартапы, создавать компании, которые сегодня развиваются, и уже, вы знаете, я очень, скажем так, не только внимательно слежу, да, я постоянно общаюсь с этими ребятами, постоянно вижу, как они идут вперед. Я смотрю, что уже, если раньше как бы у нас вот были лидеры, так и дальше было много-много разных компаний, да, то сейчас уже у нас есть лидеры, первый эшелон, есть второй эшелон, есть третий эшелон, и это, на мой взгляд, показатель того, что у IT-индустрии в городе очень большие перспективы. И я надеюсь все-таки, что правительство исполнит указ главы республики, и у нас появится IT-парк, вот, надеюсь, в этом году уже так, и это, конечно, послужит еще одним толчком для развития IT-отрасли в нашем городе. А если говорить о конкретных каких-то IT-продуктах, которые сегодня уже применяются в нашем городе, вот, со стороны городских властей, это и наш геопортал, вот, который мы делали достаточно долго, и сегодня который уже есть очень хорошие отзывы пользователей, и который сегодня реально нам помогает более эффективно, гораздо более эффективно управлять земельными нашими вопросами, имущественными вопросами. Это и инвестиционный портал нашего города, это вот OneClick, так, который мы собираемся дальше развивать. И множество других проектов, даже вот те же автобусные вот наши карточки, о которых так много говорят, да, ведь мы сегодня являемся одними из лидеров не Дальнего Востока даже, а всей России в этой части. Вот в ближайшее время мы сможем реализовать программные решения, которые позволят жителям расплачиваться в автобусах банковскими картами, любыми картами, так, расплачиваться смартфонами с функцией NFC. Это то, что сегодня практически нигде пока еще, к сожалению, не реализовано у нас в стране. За рубежом это уже более-менее уже норма, так, в развитых странах. У нас, к сожалению, пока это единичные случаи. И вот недавно сюда приезжала большая делегация из федеральных министерств, которые изучили наш опыт, и они считают, что его надо тиражировать уже и на Дальний Восток, и в целом на Сибирь, на другие города, потому что мы в этой части идем впереди. Поэтому вот, когда я слышу, что вот мы такой город такой отсталый и так далее в этой части, да, я считаю, что нет, наоборот, мы очень много у нас хорошего, но, к сожалению, как всегда, вот иногда бывает так, что какая-то ложка дегтя, вот всю бочку она нам портит, так и мы больше вот это будем как мотивирует, да? Да, мы все больше будем какие-то демотиваторы, причем очень часто надуманные обсуждать, так, нежели чем обсуждать реальные достижения в той или иной
отрасли, то, чем на самом деле можно гордиться. Вот. Когда закончится строительство школы номер 35? Но я практически уверен, что школу 35 мы должны до конца года ввести. Там, если вы помните, были вопросы по финансированию. Город уже на сегодняшний день вложил порядка 60 миллионов в строительство 35-й школы. Республика сегодня смогла добиться того, что строительство этой школы включено в федеральный бюджет, и вот сейчас оставшаяся часть будет финансироваться за счет федерального бюджета. И в итоге мы, еще раз говорю, у нас контракты все заключены, и мы надеемся очень, что до конца 2018 года 35-я школа будет уже введена в строй. То есть ученики 1 сентября пойдут уже в новую школу? Не 1 сентября. Не 1 сентября. До конца года. Это значит, мы надеемся, что уже третью четверть они начнут в здании новой школы. Каждую пятницу на улице Пирогова возле мечети прямо на остановке паркуется очень много машин. Водитель безнаказанно и нагло нарушает ПДД. Детям приходится выходить на проезжую часть, чтобы не пропустить автобус. Какие меры будут предприняты? Ну, пятничная молитва мусульман, это для них это святой, на самом деле, обряд. Они обязательно обязаны приехать на пятничную молитву. Мы должны уважением относиться к традициям значительного количества жителей нашего города. Многие не знают, но в нашем городе сейчас порядка 30-35 тысяч людей, которые исповедуют мусульманство, живут. Так, другой вопрос, конечно, что они должны с уважением относиться и к нашим традициям, ну и кроме того, что уважительного отношения к нашим традициям, они, конечно, должны соблюдать закон. Вот. И те жалобы, которые идут по нарушением правил дорожного движения, конечно же, да, мы должны на них реагировать. В первую очередь там будут установлены в скором времени уже и камеры, которые будут фиксировать эти нарушения постоянно, да, по линии ГИБДД. Ну и во-вторых, конечно, мы должны все-таки будем сообщение проговорить и все-таки парковку там нормальную сделать, с тем, чтобы была парковка, где машины эти могут нормально стоять. Да. И вот те заторы, которые у них происходят, они, конечно, не украшают наш город и, конечно, служат источником возникновения такой, ну, скажем так, не очень хорошей ситуации. Я слышала вашу предвыборную программу, вошел проект «Город без пыли». Как вы собираетесь с ней бороться? Ведь это практически нереально. Ну, я как раз про это говорил так перед этим. Но город без пыли, я считаю, что это абсолютно реально. Я сказал, какие проблемы есть. Мы их будем решать по каким направлениям. В первую очередь, например, благоустройство наших дворовых территорий. Раньше мы как делали? Брался отдельно взятый двор, и он, например, асфальтировался. Так? А все, что там, скажем так, внутри двора, вот, кроме проездов, переходы между дворами, межквартальные территории, они оставались как бы, ну, не охваченными этим ремонтом. И получалось как, что вот какая-то проезды внутри двора сделаны красиво, посередине лежит страшная территория, которая раньше когда-то была там детская площадка, все сломано так, грязь, пыль так, проход до улицы опять же весь разбит, проход в соседний двор, опять же его практически не существует, там у нас опять же лужи, грязь так, и в итоге вроде бы сделанная красивая асфальтовая территория, она постоянно была в грязи, в пыли, так. Вот мы сейчас как бы приняли такую концепцию, что если мы делаем дворовые территории, мы должны делать их на максимально большой территории. То есть охватывать территории дворовые территории нескольких многоквартирных домов, охватывать большую площадь, делать междворовые переходы, чтобы это было все соединено между собой. Вообще не оставлять лысых территорий. Если что-то остается, мы должны его или озеленять, или строить там детские площадки, спортивные площадки, с тем, чтобы вот такой открытой, неухоженной земли в городе было минимально. Вот это супер такая глобальная важная задача. Я уверен, что вот ее решение уже кратно позволит нам количество пыли в городе, в наших дворах, на улицах, внутриквартально сократить. Конечно, мы должны озеленять наш город. И проекты, вот, которые связаны у нас с высадкой цветов, мы сейчас уже приблизились к цифре 1,5 миллиона, да, цветов в год. Высадки кустарников, деревьев, они будут продолжаться. А еще наш план, что в ближайшие годы у нас появится дендроплан. Дендроплан – это, то есть, каждое зеленое насаждение крупное в городе уже будет иметь свой номер, будет пронумеровано, оно будет наблюдаться так, будет определенным образом, орошение будет производиться, с тем, чтобы мы понимали, где у нас вот зелено, где у нас пусто, вот, и на научной основе уже занимались этим озеленением. В общем, работы здесь у нас очень много, и вот те же административные меры к нарушителям, например, строительным компаниям, которые там не моют свои машины перед выездом, например, со строительных площадок.
Вот. И уверен, что вот реализация этих мер, она позволит нам в течение 5 лет ближайших так очень значительно сократить пыль в нашем городе, улучшить экологию в городе, так и повысить качество жизни наших горожан. Ну, как будет решаться проблема с нехваткой школьных мест? Ну, это вопрос очень популярный, и он на самом деле очень насущный для нашего города. Недаром, когда я шел на выборы в сентябре, вот одной из главных проблем я называл именно проблему нехватки школьных мест. Здесь это в первую очередь связано с тем, что, конечно, наш город молодеет, средний возраст жителя города Якутска сегодня около 30 лет, и количество детей в городе с каждым годом больше и больше. Вот когда я был избран первый раз в 2012 году, у нас в школу города Якутска пошло около 32 тысяч детей. Вот в учебный год 17-18 годов, да, 1 сентября прошлого года, у нас в школу города Якутска пошло уже 42 тысячи детей. То есть 5 лет плюс 10 тысяч детей. Огромное количество. Так? Представляете, 10 тысяч, что такое 10 тысяч? Это население большого, нормального сельскохозяйственного района у нас в республике. Вот. И, конечно же, для того, чтобы их всех обучать в нормальных условиях, мы уже старыми зданиями не можем обойтись, они у нас все переполнены. У нас сегодня из 50 школ города Якутска 46 уже работает в двухсменном режиме. Практически 70% класс-комплектов у нас уже переполнены. Так? У нас в классах нередко и 36, и 38, и до 40 детей доходят так, в класс-комплектах, а когда должно быть 25. Естественно, для того, чтобы решить задачу, которую поставил президент страны Владимир Владимирович Путин, что к 2025 году, чтобы у нас в односменную было обучение, мы должны минимум порядка 18-20 тысяч новых школьных мест создать к 2025 году. Мы сейчас ставим задачу, чтобы более быстрыми темпами это делать, и к 2022 году, согласно указу главы республики, мы должны порядка 12 тысяч учебных мест создать. Но просто строить школы, так, мы этой проблемы не решим, новыми школами, потому что, во-первых, у нас очень ограниченное сейчас количество территорий, где мы можем построить большие современные школы с большой сопутствующей территорией. Школа же какая? Любая школа — это минимум около 3-4 гектар должно быть на эту школу выделено. У нас таких территорий-то и в городе очень много. Вот. Поэтому мы должны, там, где можно строить, там, где мы можем, мы должны делать надстройки и пристрой. У нас порядка 10 школ таким образом будет реконструироваться. И, конечно же, там, где возможно, мы должны покупать какие-то сегодня, например, офисные здания, торговые здания, и их переоборудовать. Таких зданий, отвечающих требованиям, предъявляемым к школьным зданиям, в городе порядка 10 есть. Так, и часть из них уже сегодня у нас в обсуждении. Мы согласуем с правительством, будем их выкупать, и уже школы в определенные классы туда будут переводиться. У нас такой опыт есть уже, по 17-й школе, например. Сейчас вот по 27-й школе, я надеюсь, в ближайшее время мы все-таки закроем сделку. Вот. По 5-й школе у нас очень такие активные переговоры идут, по гимназии Алексеевой. Вот эти все вопросы, которые надо решать. Вот. И, конечно же, мы очень надеемся, что все-таки будут определенные изменения в законодательстве, и мы сможем на первых и вторых этажах жилых зданий помещать хотя бы начальные классы школ. Вот. Если такие решения нам удастся все-таки согласовать с нашими контролирующими органами, то, конечно же, мы видим, что строители города Якутска готовы нам и по достаточно льготной цене такие помещения тоже предоставлять. Плюс, конечно же, я очень надеюсь, что и частный бизнес все-таки тоже в этом направлении будет двигаться, так же, как он двигался в части создания частных детских садов. И у нас проблема переполненности школ будет решаться в том числе и с помощью наших якутских предпринимателей. Поэтому вот такая синергия действий федеральных властей, республиканских властей, муниципальных властей, частного бизнеса, родительского сообщества, я надеюсь, все-таки позволит нам решить эту очень серьезную и очень, на самом деле, крайне непростую проблему, которая стоит перед нашим городом. Будет ли обновляться городской автобусный парк и планируются ли льготы для школьников и студентов? Порядка 470-450 автобусов каждый день вот выезжает по линии Союзавто у нас на городские маршруты, и 55 у нас автобусов по линии ЕПАК на пригородные автобусные маршруты. Это большое количество автобусов, так. И, конечно, сейчас для нас главная задача, чтобы Союзавто автобусы менял более быстрыми темпами,
чтобы в городе у нас вот вместо старых, уже отживших своих пазиков, все-таки появлялись современные автобусы. В этой части работа идет. Мы надеемся, что уже в этом году серьезная программа лизинговая будет запущена по линии «Союзавто». Мы готовы ее поддержать. И вот эта программа все-таки, я надеюсь, позволит нам в течение 3-4 лет существенным образом полностью практически поменять автобусный парк «Союзавто». По линии ЕПАКа у нас эта работа тоже целенаправленно идет. Там, в принципе, большое обновление было пару лет назад, поэтому там кардинального обновления не надо, но вот плановое обновление автобусного парка тоже будет идти. Что касается льгот, то у нас и так действуют очень большие льготы, так мало в каких городах России такие льготы есть. Это школьники у нас начальных классов с 1 по 4 они ездят бесплатно. Мы потом по просьбам наших жителей ввели проезд за 25 рублей для пригородных наших маршрутов для студентов, очников, которые там обучаются. В этом году, опять же, по просьбам жителей, которые они ставили передо мной, в том числе во время отчетов перед населением, мы приняли решение, что вот учащиеся наших пригородных школ, они смогут ездить 20 раз в месяц за 25 рублей. Так, в город это на самом деле вызвано тем, что многие родители ставили передо мной вопрос, что им надо ездить, например, детям в город на какие-то занятия по спорту, занятия, связанные с искусством. И, конечно, мы должны наших детей поддерживать, и вот такое решение мы тоже приняли. Что вы думаете о случае, который произошел с авиакомпанией «Аэрофлот» и главой республики? Вы знаете, я очень хорошо знаю Егора Афанасьевича и Прасковью Петровну Борисовых. И представить себе их не то, что там дебоширами, да, вообще как бы каким-то образом неадекватно себя ведущими на рейсе самолета, да, я вообще не могу представить. А что касается поведения его помощника там, и его взаимоотношений там, с экипажем Аэрофлота, я думаю, что они в правовом поле этот вопрос решат, и тогда уже будет поставлена точка. В этом, конечно, крайне неприятном, нехорошем инциденте. Это был последний вопрос, и мы переходим к блиц-опросу. Их у нас 12 штук. Кем вы мечтали стать в детстве? Ученым. Что самое сложное в руководстве городом? В управлении города самое сложное – это работа с людьми и изменение сознания людей. Какая у вас заработная плата? 180 тысяч рублей в месяц. Каким вы видите город Якутск в 2032 году? Знаете, у меня часто об этом спрашивают, и я всегда говорю, я вижу его счастливым городом счастливых людей и городом, в котором будут жить мои дети и внуки. Какое у вас хобби? Охота и рыбалка. Последняя прочитанная книга? Я сегодня утром прилетел из Москвы и как раз в самолете перечитывал «Мастера и Маргариту». В какой раз? Много раз читаю. Там в этой книге, эта книга такая, что всегда в ней можно найти что-то новое, очень интересное. Какое качество больше цените всего в человеке? Умение не сдаваться и идти вперед. Любимое место в городе? Чучелура. В чем секрет вашего успеха? Наверное, трудолюбие. Кто для вас является примером для подражания? Владимир Владимирович Путин. Когда в последний раз смеялись? Сегодня. Сколько времени проводите в соцсетях? Вы знаете, не считал, где-то полчаса в день, час в день. У нас блиц-опрос закончен, и мы приступаем к третьему блоку. Ваша задача быстро ответить за или против. Ипотека. Да. Социальные сети. Да. Подъем на Эверест. Нет. Однополые браки. Нет. Вегетарианство. Нет. Мост через реку Лена. Да. Айфон. Да. Прыжок с парашютом. Нет. Риск. Да. Стабильность. Да. Единая школьная форма. Нет. Азартные игры. Нет. Сенокос. Да. Охота. Да. Наш эфир подходит к концу. Айсен Сергеевич, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Я, конечно же, хочу пожелать зрителям смотреть вот эти передачи, которые у нас идут на OneClick. Почему? Потому что OneClick мы задумывали в 2013 году именно как портал, который будет
местом живого общения властей города и жителей города, в том числе и через сети. Мы первыми сделали его площадкой, где можно уже участвовать официально в публичных слушаниях. И я рад, что вот Якутск был пионером в этом деле в целом в стране. Об этом сегодня все говорят. Я рад, что сегодня OneClick уже трансформируется, что вот появились такие замечательные прямые эфиры. Уверен, что я, например, поставил себе задачу, что раз в месяц я буду сюда приходить и общаться с жителями вот как раз в таком режиме прямого эфира через OneClick. И вообще я считаю, что мы OneClick должны превращать в такой единый информационный портал нашего города, который будет помогать всем решать любые проблемы, любые вопросы, которые есть у жителей нашего города Якутска. Это на самом деле, я считаю, очень важно, и это очень нужно. Всем удачи и успехов! А я хочу напомнить, что каждую среду в 19:00 подключайтесь и смотрите прямые трансляции, задавайте свои вопросы. До скорой встречи!